Подводим итоги и вспоминаем значимые события прошедшего месяца с главой Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Здравствуйте. Приветствуем и наших зрителей. И, Олег Алексеевич, давайте сразу о важном документе, поскольку он касается большинства, наверное, жителей нашей Чувашской Республики. Вы утвердили программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми в Чувашской Республике на 2023-2025 годы. Связано это с не очень хорошими показателями демографическими. В программе 7 направлений, и они включают, как большинство уже знакомых нам всем, мер поддержки и уже действующих в республике. А что принципиально нового появилось? Мы за последние годы в республике проводим такой очень, я бы так сказал, детальный, глубинный анализ всех форм поддержки с тем, чтобы постоянно менять подходы нашей государственной политики в плане их сопровождения. И если мы посмотрим за последние 3 года, на мой взгляд, мы проделали очень много для того, чтобы кардинально изменить так, я бы так сказал, инструменты или формы государственной поддержки, так и их содержание с точки зрения объемов, размеров субсидий. И в целом мы видим такую достаточно, скажем так, позитивную реакцию со стороны семей и людей, которые получают те или иные формы государственной поддержки. Но жизнь меняется очень быстро, динамично, но как это бывает вот в той нашей известной поговорке, все, что новое, это хорошо забытое старое, мы возвращаемся на самом деле к старым же, нашим традиционным таким ценностям. То, что сегодня включено в эту программу, это не является догмой. Какие-то дополнительные ресурсы на это потребуются, на реализацию этой программы? Или, в принципе, уже все есть? На сегодняшний день вот таких вот кардинальных, я бы так сказал, статей, которые в разу увеличат это направление, конечно же, нет. Но при этом существенная прибавка по отдельным направлениям ежегодно она была и будет. В частности, вот за последние годы мы ежегодно принимали решения и дополнительно направляли средства на обеспечение жильем многодетных семей. Мы в 2021 году обеспечивали жильем все многодетные семьи со 7 и более детьми. В прошлом году 7 и более детьми, в этом году 6 и более детьми в рамках нашей программы обеспечения жильем семей с 5 и более детьми. По мере появления наших возможностей, а самое главное, исходя из запросов людей, мы будем принимать такие решения и будем усиливать те направления. Но я думаю, что одним из возможных и перспективных вот таких направлений, которые смогут получить дополнительное ассигнование, скорее всего, это будут как раз молодые семьи. Молодые семьи, которые, возможно, будут обеспечиваться жильем за счет арендного фонда жилья, который в ближайшее время, я уверен, получит очень динамичное развитие. Его будем создавать под запросы и потребности от отдельных категорий семей. И я считаю, что именно молодые семьи, которые образовываются, формируются или планируют приехать в Чувашскую Республику для дальнейшей карьеры, должны обеспечиваться в первую очередь таким жильем. И, конечно же, те, которые будут работать на тех предприятиях, которые производят очень важную продукцию как для жителей Чувашской Республики, так и для отдельных направлений, в том числе для обороноспособности нашей страны. Вот в последнее время я очень много вижу подростков, которые убирают общественное пространство, которые пропалывают сорняки городских цветников, работают курьерами. И вот на одной из планерок как раз было озвучено, что более 15 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет в этом году будут в свободное от учебы время трудоустроены. Вот откуда взялась эта цифра и означает ли, что именно такое количество у нас желает работать, активно вступать в трудовые отношения? Я думаю, что желающих работать даже и может быть и больше. Но мы такую цифру поставили себе как задачу, как планку, исходя прежде всего из тех запросов наших работодателей, которые имеют возможность трудоустроить у себя
детей от 14 лет и выше, ну, детей подросткового возраста, у которых зачастую не имеется таких, я бы так сказал, квалификационных разрядов для выполнения, в том числе функциональных задач в рамках простейших профессий. Ну и другая составляющая этой цифры – это, конечно же, растущий запрос со стороны самих подростков и семей. И мы поэтому поставили задачу вот, подходы в трудоустройстве подростков постоянно, с одной стороны, совершенствовать, как с точки зрения их сопровождения в рамках функционирования наших центров занятости, так называемые окна трудоустройства подростков, где по принципу одного окна сопровождается запрос подростка по его желанию поработать во время каникул. И еще в рамках нашей большой работы по ранней профориентации мы уже начали работу по обеспечению должной квалификации для детей уже вот в 10 классе, я думаю, что и в 9 сможем уже со следующего года и далее, такими профессиями, простейшими профессиями, которые могут позволить ребятам уже занимать более ответственную посты или там должности. Насколько я знаю, уже в этом году несколько десятков наших десятиклассников получили первые профессии и должны были трудоустроиться на заводе Чебоксарский электроаппаратный завод, который вместе с нашими чебоксарскими школами первыми вступили в программу так называемых учебно-производственных классов 21. Буквально недавно Государственная Дума приняла федеральный закон о трудовом воспитании детей и о том, что вот отдельные направления трудовой деятельности теперь могут быть реализованы, а это, я думаю, что откроет теперь возможность работы в сельской местности, в фермерских хозяйствах, в коллективных хозяйствах. Это тоже еще тысячи детишек, которые смогут поучаствовать в таком очень важном деле, как обеспечение продовольственной безопасности. Вот я специально так громко говорю, потому что, очевидно, производство продуктов питания – это вклад именно в эту задачу, ну и тем самым в том числе заработать себе первые деньги. Здорово. Я так поняла, что и количество у нас будет расти, и предприятия у нас достаточно активно участвуют, да, в этом процессе. Да, прекрасно. Да. Вот, кстати, хорошая очень новость у нас пришла с Хмельников Республики. Чувашский хмель оказался очень востребованным у пивоваренных компаний. Более того, даже весь урожай 2023 года уже производители пива полностью выкупили. Ну, вопрос такой, а нам-то самим хватит, чтобы закрыть наши потребности? Нет, не хватит. Не хватит пока. Потому что производим пока мало, планируем больше. И соответствующая работа начата. И вот мы в текущем году заканчиваем создание так называемой лабораторной инфраструктуры. Это и оборудование, это и технология, значит, тестирования, чистоты сортов, определения болезней там, и других процессов, которые сопровождают производство хмеля. Ну и, конечно же, других составляющих, которые крайне важны. Но уже в прошлом году вот, одно из предприятий, которое недавно начало деятельность в Чувашской республике, выращенный урожай повез в Чехию и провел там весь спектр лабораторных испытаний, который показал очень высокое качество произведенного в Чувашии хмеля. Оно идентично ведущим европейским сортам и имеет даже лучшие характеристики по отдельным направлениям. Ну и, конечно же, эти испытания сподвигли, значит, производителей пива и другой продукции из хмеля узнать о чувашском хмеле, признать его качество, ну и, соответственно, заключить на основе фьючерса договора и выкупить весь урожай этого года. Очень быстро они это сделали, очень. Причем производители хмеля говорят, что вообще у них им предлагали выкупить двухгодичный урожай сразу, но они отказались, продали пока только годовой урожай для того, чтобы в том числе и не рисковать, потому что рынок-то меняется постоянно, и правильно сделали. Вот. Но на самом деле наши планы, почему я говорю, пока не хватает, потому что наши планы по масштабированию производства хмеля, они остаются прежними. Мы планируем в течение кратчайшего времени довести площадь хмельников не менее чем в 1000 гектаров, и эта задача, она не меняется. Мы к концу года будем уже готовы для того, чтобы масштабироваться, ну и соответствующим образом начать вот эту работу динамично реализовывать.
То есть у нас на сегодняшний день отобраны те перспективные сорта хмеля, которые вот признаются производителями пива и другой продукции из хмеля. Соответственно, мы уже научились выращивать его разными способами в чистоте сорта, ну и соответствующим образом обеспечить максимально полно производителей хмеля этим посадочным материалом. Но мы, в принципе, на следующий год уже выходим на эти цифры и планово можем эту задачу решить. Дело пойдет быстрее, да? Дело Тем более, что у нас быстрее. еще и появится наш хмелеуборочный комбайн собственного производства. Совершенно верно. Хмелеуборочный комбайн уже монтируется, мы его приведем в соответствующие испытания, сразу же приступим к созданию хмелесушильного комбайна. И таким образом мы обеспечим весь цикл переработки, вернее, производства хмеля нашей отечественной компетенции. Чувашская республика будет единственным регионом, ну и даже и в стране не так много, вернее, в мире не так много стран, которые обладают вот этими компетенциями по всему циклу производства. Мы, в принципе, эту задачу в этом году решим. И таким образом мы, естественно, всей этой продукцией будем обеспечивать не только себя, но и другие регионы, которые планируют заниматься производством хмеля. Но и радует то, что один из инвесторов, который планирует в России заняться производством хмеля, это зарубежный инвестор, который рассматривал заняться этим делом в другом регионе, не буду называть регион, чтобы никого не обидеть, вот зарегистрировал фирму здесь, в Чувашии, Хмель Отчизны называется, и планирует уже в следующем году посадить 30 гектаров хмеля, то есть плантацию создать 30 гектаров. Это вот дополнительный аргумент того, что мы движемся по правильному пути, что мы создаем такие фундаментальные основы и компетенции сопровождения производства хмеля. У нашего нового хмелеуборочного комбайна, когда он уже наконец-то запустится в серийное производство, пока нет никакого имени, никакого названия. Может быть, есть смысл дать ему такое что-то звучное, связанное с нашим регионом, чтобы все знали, что этот хмелеуборочный комбайн родом отсюда. Нет, предложение совершенно правильное. Я предлагаю прямо вот здесь и сейчас запустить такое, скажем так, голосование по возможному названию этого хмелеуборочного и хмелесушильного комбайна, который будет производиться на площадке Текстильмаша. Я так подсказываю, да, чтобы люди сразу же начали думать и креативить. Олег Алексеевич, ну вот невозможно не вспомнить участие делегации Чувашской Республики на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, где 8 промышленных предприятий презентовали свои уникальные разработки, кого они впечатлили и какие перспективы у наших технологий на промышленном рынке страны. У нашей технологии великолепные перспективы, и это, вот эти великолепные перспективы открываются, на мой взгляд, благодаря нескольким составляющим. Первое, главное, такое составляющее – это инициатива самих производителей, предприятий, их команд, конструкторов, работников этого предприятия. Второе – это, наверное, наше с ними взаимодействие, с этими предприятиями по поводу, я напомню, мы с каждым крупным предприятием составляем план совместных действий и вместе вырабатываем нашу командную, так скажу, работу по реализации таких вот больших проектов, которые могут быть перспективными. Это создание кластеров, а в рамках кластера надо создать какую-то совместную продукцию. Это специнвестконтракты 2.0, это создание частых технопарков, ну и другие направления, которые поддерживаются федеральным правительством. Ну и, конечно, вот третья составляющая – это федеральное правительство и, прежде всего, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, которое постоянно совершенствуют те или иные формы поддержки в области государственной промышленной политики. И вот благодаря вот этим составляющим мы, получается, за 3 года увеличились по формам господдержки в 20 с лишним раз. Я уже эти цифры приводил несколько раз. Там было 365 миллионов в 2020 году, в 2022 7,6 миллиарда. Вот это цифры такие, которые нам удалось, скажем так, привлечь в промышленность и соответствующим образом поддержать те или иные инициативы. А эти инициативы, конечно же, они представлены в виде конкретных видов продукции.
На объединенном стенде Чувашской республики, который был впервые представлен в Екатеринбурге, были представлены результаты нашей трехгодичной работы с предприятиями вот эти, как бы, из этого триумвирата, да, там Минпромторг, правительство Чувашии и конкретные предприятия. Агромаш в рамках СПИК 2.0. Текстильный станок пневматической подачи челнока или пневмотекстильный станок, как его назвали коротко, который был реализован за счет целевой субсидии Министерства промышленности и торговли после посещения председателя правительства Мишустина Михаила Владимировича. Это электродвигатель машиностроительного кластера, который обеспечивает стопроцентную локализацию электропогрузчика, который производится на предприятии «Силант». Это продукция предприятия «Аббат» в рамках, значит, кластера пищевого оборудования, который теперь реализуется еще на базе частного технопарка «Аббат». Это продукция химпрома в области оборонных технологий, которая производится из тончайшего, но очень крепкого волокна и позволяет делать в том числе пуленепробиваемые каски. Не только бронежилет, но и каски пуленепробиваемые получаются. Ну и, конечно же, это перспективное направление, так называемой технологии Маглев. Это Сеспель, да, представила это? Сеспель совместно с Росатомом представили. Вот такие виды продукции были представлены, и все они реализованы были за последние 3 года. Ну и, конечно же, это Денису Владимировичу очень понравилось, и он очень высоко оценил вот результаты работы, нашей совместной работы. И мы договорились, еще раз подтвердили, что он обязательно в ближайшее время приедет на запуск еще одного специнвестконтракта 2.0 на базе химпрома, который начнет работать в этом году и начнет производить перекись водорода антрахиноновым методом. Ну вот, к слову сказать, наше производство, наши технологии, собственно, заинтересовали наших китайских партнеров. Да, с 10-го международного форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая делегация Чувашии привезла вот вполне конкретные перспективы открытия совместных производств. В самое ближайшее время вот 3 китайских компании должны приехать к нам сюда. В августе запланирован визит консула КНР. Какие вот инвестпроекты интересны нашим стратегическим партнерам? Что вот у нас из этого может получиться? Вы уже практически основные направления назвали. Но мы еще, конечно же, работаем и над другими очень важнейшими направлениями, которые могут быть реализованы совместно с нашими китайскими партнерами и коллегами. Это прежде всего производство компонентов для ветроэнергетики. Следующее направление – это наш любимый хмель. Тот проект, который был очень шумный в рамках Сычуань-Чувашия, он, очевидно, на сегодняшний день не имеет никакой перспективы к реализации вот в его первоначальном варианте, в первоначальной концепции. И это сейчас признано всеми участниками этого процесса. И вот наше предложение также лежит в плоскости переформатирования этого проекта, в частности, на хмель. И это, конечно же, будет очень интересным проектом, тем более хмель используется и промышленниками Китая в достаточно большом количестве. Олег Алексеевич, вызывает беспокойство именно с точки зрения инвестиционного имиджа региона ситуация со строительством школы в Садовом. То есть в июне был расторгнут контракт с подрядчиком, сейчас, конечно, уже найден новый, выделены дополнительные средства на это из резервного фонда Кабмина. Сейчас, конечно, нет сомнений никаких, что школа действительно будет достроена в этом году, однако не станет ли эта история для потенциальных инвесторов каким-то тревожным сигналом? Нет, не станет. Здесь на самом деле нет никакого риска в области инвестиционной привлекательности. Та организация, которая занималась строительством школы в Садовом, никаким инвестором не является. Это вот по тем раскладам, которые на сегодняшний день сложились, скорее всего, недобросовестный подрядчик, который получил более чем 1 миллиарда рублей в качестве аванса и на сегодняшний момент сдал работы только на 680 миллионов рублей. Какой это инвестор? Как я уже сказал, ввиду того, что мы заплатили больше денег, чем на сегодняшний день сдал нам подрядчик, мы понимаем, что какие-то деньги мы вернем. Но главный результат должен быть это звонок, который пригласит детей на уроки.
Еще одна такая тема, которая волнует жителей Чувашии. Центр управления регионом очень часто фиксирует вопросы и обращения граждан республики, связанные с несвоевременным вывозом мусора, с нехваткой контейнеров, с несанкционированными свалками и так далее, и так далее. Вот вы собирали оперативное совещание, на котором вместе с региональным оператором по обращению с ТКО, да, с контрольными органами, с главным муниципалитетом выработали ряд решений, вы их назвали 5 ключевых шагов. Какие из них будут сделаны прямо сейчас, какие потребуют времени и дополнительных средств? Ну, вот эти 5 ключевых шагов, они практически, можно сказать, те направления, которые надо делать немедленно. И самое главное, они возможны для того, чтобы их реализовать немедленно. Ну, в частности, подключение всего транспорта, который на сегодняшний день перевозит коммунальные отходы, к системе нашей индивидуальной транспортной системы. Ну, никаких проблем нет, потому что они все обеспечены системой ГЛОНАСС, они сегодня уже собираются у регионального оператора синхронизировать эти данные, чтобы мы через ИТС получили данные, вывели на ситуационный центр главы и отмониторили ситуацию. Ну, никаких проблем нет. Ну, наверное, какое-то время все-таки нужно для того, чтобы синхронизировать эти платформы. Или обеспечить порядок, значит, на площадках, где собираются отходы, и разделить ответственность, либо договориться с перевозчиком с тем, чтобы они сгруппировали всю эту ответственность, но за это получили дополнительные доходы. Ну, тоже чисто организационная работа, которую можно быстро сделать. Наверное, больше времени нужно направление, которое требует, значит, подсчет количества необходимых контейнеров, ну и, соответственно, скорее всего, мы их только в следующем году реализуем. Вот. Более масштабные задачи, которые должны реализовать все задачи, которые обозначены президентом, это 100% сортировка мусора, их переработка, не менее чем 50%, минимизация, значит, захоронения отходов, требует больших временных ресурсов, и не только временных, но и финансовых. Но этим мы тоже занимаемся с ППК РЕО. Сегодня уже проектная сметная документация на строительство 3 мусоросортировочных станций, они готовы, соответствующая работа ведется. ППК РЕО практически на финишной стадии по подбору технологий и разработке, соответственно, на его базе необходимой документации по строительству завода РДФ топлива, компостного завода, то, конечно же, эта работа требует, как уже сказал, больших усилий и средств. А сейчас такое у нас еще одна идея появилась в этой области. Если она удастся, я так очень осторожно об этом говорю, потому что в целом идея хорошая, сами технологии работающие. Это на базе нашего утильзавода создать такой также центр переработки уже пищевых отходов. И причем, если мы с инвестором найдем такие хорошие, правильные формулы, даже люди, будут, которые сдавать пищевые отходы, смогут получать какие-то деньги за их сдачу. То есть он будет покупать у них эти отходы как сырье, да, и, соответственно, производить корма для животных и так далее, и так далее. Вот эта общая концепция, она никуда не делась, мы над ней работаем и планируем, конечно же, как можно быстрее его завершить. Но это года 3 нам нужно будет для того, чтобы его реализовать. Еще вот одна довольно горячая тема – это разрушение республиканских и муниципальных дорог при строительстве трассы М12 от движения большегрузной техники. Недавно был серьезный разговор с подрядчиком, он обещал до 28 августа отремонтировать все эти дороги. Какой объем требует восстановления и верите ли вы обещанию подрядчика? Ну, не верить я не могу, потому что все-таки мы занимаемся очень таким, скажем, масштабной работой государственной важности. Все-таки мы строим такие большие инфраструктурные проекты в данном случае. И очевидно, когда идет такая очень большая масштабная работа, без каких-то разрушений не обойдется. Наша задача, конечно же, чтобы вот эти разрушения, они доставляли минимальное, по возможности, минимальные неудобства людям. И в этой связи, конечно же, разговор, он очень часто непростой. Кроме подрядчика, это автобан, вот те же самые слова на совместном заседании, значит, произнес и подтвердил эти намерения и государственный заказчик, компания «Автодор», Петушенко Вячеслав Петрович, который провел соответствующее совещание прямо на площадке автобана в Шумилицком районе и обозначил важность выполнения всех взятых обязательств.
А объем восстановления дорожного полотна большой? 227 километров должно быть восстановлено, но сейчас речь идет о критических 57 километрах, которые должны быть восстановлены к 28 августа, то есть 1 сентября по ним должны поехать школьные автобусы. Остальные 160 километров будут восстанавливаться в следующем году, пока они будут поддерживаться в проезжаемом состоянии. Олег Алексеевич, ну и в завершении бантик, это вот мы так называем в медийной среде, какие-то яркие, очень вкусные, создающие настроение события. Я про первый ягодный фестиваль. Это да, это вкусно. Да, вот каков главный итог этого праздника, отзывы, впечатления, может быть, какие-то яркие факты, которые еще не в публичной среде не появлялись, не попадали в публичное пространство? Да, фестиваль, на мой взгляд, состоялся, несмотря на то, что погода мешала, несмотря на то, что это был рабочий день, на что тоже многие жители жаловались, что в рабочий день такие замечательные праздники, да даже не праздники, мероприятия нельзя устраивать. Но на самом деле мероприятие было и деловым, и праздничным, и познавательным. Ровно на это мы были ориентированы, создавая вот такой новый фестиваль, ягодный фестиваль в Чувашской республике, потому что ягодоводов стало много. Значит, нужны современные посадочные материалы, были селекционеры, были люди, которые занимаются сортами различными, их районируют. Были люди, которые занимаются различными гербицидами, удобрениями, сами производители, ну и, конечно же, переработка. Переработка в различные виды конечной продукции, которые также имеют важное значение для того, чтобы отрасль в целом развивалась и соответствующим образом вот эти циклы могли создавать и рабочие места, и людей занимать, ну и, конечно же, быть привлекательным для потребителя. Возмущения были только по поводу того, что не удалось доехать. Кто-то работал, кто-то на автобус не успел или не нашел его стоянку. Но это как раз уже вопросы к нам, к организаторам. В следующий раз более ярче автобусы. В следующий раз будет. С ягодами сделаем. В следующий раз будет, да, на следующий год? Конечно. Ждать фестиваля. Вообще, я думаю, что любое начинание, которое называется фестивалем, он должен, конечно же, иметь продолжение. Олег Алексеевич, спасибо вам большое. Я желаю вам только добрых вестей, ярких и приятных событий. Ну и до встречи. До свидания.